Ну вот, я решил приобрести себе автомобиль через одну такую достаточно известную компанию в Владивостоке. И, ну что, я вот решил все это дело запечатлеть и сделать такое видео, значит, в котором я буду как бы отражать, рассказывать все, как происходило, с чего все начиналось и как я решил купить этот автомобиль. Ну, во-первых, я списался сразу с этой компанией, заполнил на их сайте небольшую анкетку и, естественно, по WhatsApp со мной сразу связался менеджер. Ну, не сразу, через какое-то время. Значит, мне сразу предложили небольшой такой вариант автомобиля, который я хотел бы. Это просто как предполагаемый вариант. Вот такой. Это автомобиль Toyota Sienta. Не знаю, чем-то она меня зацепила, но как-то мне ее внешний вид понравился, в принципе, комплектация и, в общем, и интерьер, и экстерьер, скажем так, довольно приятный и, в общем, по моим габаритам нормально. Ну вот, в переписке, значит, Артем, так зовут менеджера, мне, значит, сразу рассказал, как это будет все происходить. Вот, вот его звуковой файл. Смотрите, по поводу дальнейших действий. Для начала работы нам необходимо с вами составить договор сначала. То есть для этого мне нужны ваши паспортные данные, разворот и прописку. Составим, пропишем параметры на автомобиль, там цвет, комплектация, пробег, бюджет окончательный. И если все устроит, вы его подпишете. В договоре будут указаны наши реквизиты, то есть реквизиты нашей компании. Туда делаете перевод 50 тысяч рублей как предоплата, и уже после этого можем выходить на торги, будем предлагать вам варианты на каждый день, переводить аукционные листы, запрашивать доп-фото салона, консультировать плюсы и минусы автомобиля, и будем делать ставки, то есть пытаться купить автомобиль. Ну вот, короче говоря, вот я сбросил свои паспортные данные. Вопрос был такой, не гибрид. Я написал, что, в принципе, против гибрида ничего не имею. Просто если гибрид, это будет подороже. Если не принципиально, то можно попробовать и гибрид, или не гибрид. Состояние бензинки будет в разы лучше, соответственно. Но будем рассматривать варианты. Пока, в принципе, вот на этом все закончилась наша переписка, потому что уже время было позднее, и в Владивостоке, в принципе, уже почти ночь. Полночь. Ну все, завтра будем списываться, подпишем договор, посмотрим, что дальше. Так, а вот уже как быстро, смотрите, работают. Уже отправили мне договорчик PDF в PDF формате. И, значит, я его попозже почитаю. И звуковое сообщение, значит, мне. Смотрите, договор вам выслал, можете его распечатать, ознакомиться. Если все хорошо, все устраивает, подписывайте, и фото подписи мне на WhatsApp. Далее, там есть реквизиты компании нашей, туда 50 тысяч рублей. Переводите как предоплату. Внизу реквизитов там написано красным шрифтом, какое сделать назначение платежа, то есть описание. Это для того, чтобы наш бухгалтер смог отследить, за какой автомобиль, по какому договору переведены деньги. Ну и после этого мы начинаем работу. Ну и также чек, либо скриншот о переводе также мне на WhatsApp. Ну, в общем, если вы хорошо расслышали, нет, то, в принципе, кратко. Подписываем договор, отправляем 50 тысяч предоплаты по реквизитам договора и скриншот оплаты можно сбросить. После этого начинается работа по договору. Ну, как-то вот так. Так, и значит, в продолжении темы по покупке автомобиля. Значит, еще на чем остановился, не помню, вроде так, мы перевели задаток. И дальше нам прислали, значит,
3 варианта автомобилей. Я уже не помню, я их показывал, не показывал. Которые будут на аукционах. Это вот, сейчас посмотрим, вот такой вариант. Такой вариант. И вот такой вариант. Из них вот этот самым маленьким пробегом был вот этот вариант. Купите. А из всех 3 вариантов вот этот более-менее был такой оптимальный, но он был с небольшим, короче, эрочка подбитая. У нее замененный капот, я так понимаю, капот и усилитель бампера. Ну, наверное, бампер тоже. Так, что там дальше нам написали? Значит, что тренды-ленды, все нормально. Завтра будет аукцион уже по вот этой синей машине. И если как бы дадим добро, то может быть по ней уже поторгуемся. И вот что. 2245 Сиента, комплектация G, 4 ВД первый раз на аукционе, экстерьер, царапинки, ходовка, царапины, вмятины, обшивка дверей, пятна, салон грязный, бампер, царапины, колпаки, царапины, зимняя резина. Следы ремонта по левой стороне, величина протектора 3, запаски нет. Это было по белой машине. Это вот по белой машине. Это перевод аукционного листа. Они запрашивают, им из Японии присылают перевод. Или где-то заказывают его, короче, они сами. Вот, а по этой синей машине вот такую вот фигню нам прислали. Вот. Номер лота 50224, Сиента, комплектация G, SD memory, навигация, digital, телевизор, подогрев сидений, ETC, lane контроль, электропривод, доводчик обоих сторон, там дверей, камера заднего вида, комплектация для зимних регионов, система аварийной остановки, автоматик high beam, литье, запасной ключ. Царапины по кузову, верхнюю планку радиатора меняли, жесткость бампера меняли, левый передний лонжерон, вмятина, капот меняли. Вот такая вот фигня. Это нам прислали с компании продавец, менеджер. И ну дальше что он сказал? Через полчаса будут торги и посмотрим, что он там наторгует. Пока все. Ну и далее нам прислали расшифровку аукционного листа и еще дополнительные фотографии по салону этой белой машины. Синяя, к сожалению, ушла очень дорого, и мы в нее никак в бюджет наш не вписались. Она ушла за 1 000 000 йен. А синяя машина, белая машина, вот эта, которая с низкой аукционной оценкой, она у нас вот такая вот. Ну, тоже хорошая комплектация у нее. Единственное, меня смутило вот это состояние сидений. Как там пишут, что пятна там и всякое такое. Это, видимо... Но это, наверное, солнечный зайчик. Вот здесь вот уже видно. Вот он. Ну, комплектация стандартная. Я так понимаю, они все так выглядят примерно. Ну что ж, попробуем ее. Ну и вот я еще раз, уточню, значит, что вот такие вот фотографии нам прислали. Мы на них посмотрели. Попробуем сделать ставку. 2245 Сиента. Переборщил. Она у нас 2015 года, оценка аукциона 3,5 балла, 77 тысяч пробег. Ну, салон грязный. Бывает и хуже. Посмотрим, попробуем. Значит, сегодняшние торги по покупке автомобиля на аукционе у нас прошли не совсем удачно. Ну, может, оно и к лучшему. Значит, те машины, которые мы смотрели, одна ушла слишком дорого, да, вторая ушла, вот, значит, мне менеджер пишет, значит, ушла на 20 тысяч рублей дороже. Ну, пишет, ничего, найдем еще лучше. Потом пишет, вернее, даже на 10 тысяч рублей. Но я как бы не думал, что это настолько они точно придерживаются, значит, бюджета. И как бы, ну да, им некогда там перезванивать. У них они быстро-быстро жмут кнопку, чтобы, если машина выходит чуть дороже, то, соответственно, они уже не нажимают кнопочки там. За сколько выходит, за столько выходит. То есть они не превышают бюджета. Поэтому вот она ушла, допустим, там на 10 тысяч дороже, кому-то досталось другому. Но, в принципе, что пишет еще, найдем что-нибудь получше.
остаемся. И ждем теперь следующих торгов. Сейчас завтра, послезавтра, там, может, в будущем. Как бы это может вообще надолго затянуться. Это может надолго затянуться, вся эта эпопея. Как повезет, в общем. Я так понял. Ну, первый, как бы, пристрелочный день прошел вот так. Посмотрели 3 машины. И будем смотреть, что там нам дальше будут предлагать японцы. Пока все. Так, друзья, вот прошла неделя. И за эту неделю у нас по покупке нашего автомобиля, ну, некоторые изменения произошли. Значит, что у нас тут? Я коротко пробегу, значит, что у нас, какие-то варианты здесь были. Я буду открывать, показывать, значит. Тут вот по статистике, эти варианты уже все ушли в статистику. По ним можно открывать, смотреть. Ну, вот была такая белая машина. У нее была, вот, да, замена задней двери. Но, к сожалению, она у нас ушла вон в больше миллиона. Вот видите, короче, 1 200 000 почти в иенах. Так, что коротко еще. Нам такой вариант, такой вот предлагался. Тоже все эти машины уже проданы. Даже вот такая была машина продана. Она продалась у нас за 680 000 йен. Она не продалась. Да, владелец не достигла она минимального порога. И владелец ее меньше, короче, миллиона не хотел продавать денег. Потом еще у нас одна была машинка. Вот такая тоже беленькая. Беленькая. Она продалась тоже больше 1 000 000 рублей. Так, что еще там было? Ну, долгие переговоры там шли. Потом вот такой вот желтый вариант там был. Желтый вариант. Мы его долго мурыжили, смотрели с белым светлым салоном. Короче, эта машина тоже. Старт у нее был 730. Мы вступили. За нее давали больше 850 000 йен. Но опять торги не достигли максимума. Ее не продали. Сегодня, значит, что у нас появилась опять новая машина на завтра. Завтра она будет торговаться. Сейчас мы смотрим ее. Опа, вот такая вот синяя сиентка с маленьким пробегом 55 000. Есть по ней косяки, конечно. У нее менялась задняя дверь и менялась передняя правая дверь. Но очень маленький пробег и хороший, очень строгий японский аукцион тойотовский. Дали ей оценку R-ка. Торги на нее будут начинаться, ну это так, чисто символически, от 80 000. И завтра будем ждать результата, мы на нее будем ставить. Хотим ее купить до 890 000 в рублях, уже окончательная ее стоимость будет во Владике, если мы ее купим. А так машина неплохой комплектации, и даже у нее комплект летней резины плюс туманки в придачу. Все это есть. Смотрим, ждем до завтра. Итак, наконец, значит, после всех аукционных наших движений мы поставили на лот Toyota Sienta вот такую интересную, в интересном цвете. Сейчас мы посмотрим. Вот такой лимонный цвет с оценкой 4 балла. Ну и, значит, мы выиграли в этом лоте. Единственное, на ней это была замена задней двери. Ну, то есть, но все равно это не эрочка, ничего, это просто машина аукционная с 4-бальной оценкой. Ну и все, дальше нам что? Нам выслали счет на оплату. И мы, значит, едем в банк оплачивать этот счет. Ну, вот так примерно выглядит инвойс. Будем платить за эту машину мы 990 000 йен. По курсу это где-то 660 000. Итак, день второй. Пытаемся сегодня оплатить счет по оплате за автомобиль. Оказывается, значит, наши местные банки не могут переводить деньги в иенах, японские иены, да. Ну, как бы они должны принять деньги в рублях и конвертировать их в иены, естественно, перевод в Японию
Ну, сейчас вроде как вот согласовали, что только в двух банках, которые у нас есть, это ВТБ и АТБ, Азиатско-Тихоокеанский банк, вроде могут делать такие переводы, ну, с относительно приемлемой комиссией. Вот. А Алмаз-Регион-банк, к сожалению, такого делать не может. Хотя вроде банк якутский должны дружить с Японией. Я, насколько помню, прям у нас международная дружба, всякие такие отношения, все такое. Ну ладно, попробуем сейчас в АТБ. Если нет, то пойдем в ВТБ. Вот здесь у нас банк АТБ находится. Надеюсь, он работает, не закрылся. Да вроде свет горит. Но снимать тут, скорее всего, не разрешат. Но мы будем записывать звук. Вот со стороны проезжей части. Без маски не входить. Короче, нас кинули, без маски не входить. Идем покупать маску. Ох ты, бляха, муха. Вход со стороны проезжей части. Это откуда? Ну, вот здесь, наверное. Все понятно. Час проведенный в банке, целый час, пока открыли счет, пока просто так напрямую нельзя переводить деньги. То есть на меня открыли счет и потом только перевели деньги в Японию. И то это не факт, конечно, потому что в течение 10 дней и банк еще может затребовать подтверждение, откуда у меня эти деньги взялись. Подтверждение доходов моих. Соответственно, справку 2 НДФЛ или еще какую-нибудь хренотень. Либо кредитный договор. Короче, не все так просто. Ну что ж, будем ждать. Надеюсь, с банка нам не позвонят. И Япония очень быстро подтвердит поступление наших тугриков. Привет, друзья. И вот прошло еще немного времени. И что у нас нового произошло с нашей покупкой нашего автомобиля? Так, последнее, по-моему, я снимал вам, что мне нужно было предоставить паспорт и ИНН, а также отправить скан и паспорт, заверенную копию нотариусом. Это я все сделал, все отправил. И через некоторое время нам уже вот пришло, на прошлую среду, по-моему, да, фотоопись автомобиля, то бишь он уже у нас находился получается, в порту, в морском порту в Японии, был подготовлен к отправке. И для того, чтобы, значит, с ним ничего в пути не произошло, нам прислали вот такой короткий фотоотчет, что, ну, это как бы для страховки, что если на нем какие-то появятся какие-либо царапины там или какие-то повреждения, то, соответственно, морской перевозчик должен будет возместить нам все наши этот ущерб, как бы. Это я быстренько пробежался, чтобы вас особо не занимать. Ну, примерно где-то это вот так будет выглядеть. Все, мы теперь ждем поступления нашего автомобиля во Владивосток. И дальнейшие действия тоже будем снимать. Друзья, в продолжении темы по поводу покупки нашего автомобиля Toyota Sienta. Значит, какое-то время уже прошло, и мы получили информацию, значит, что наш автомобиль прибыл наконец в Владивосток. Его там прямо растаможили. Так, растаможили, потом мне выставили счет, я его оплатил за растаможку, таможенную пошлину, значит. Что там еще входило, я что-то уже подзабыл немножко. Здравствуйте, ваша машинка растаможилась, только забрал ее с порта. Сейчас сделаю вам фотоотчет, фото ПТС и расчетку. В понедельник можно уже будет отправлять. О, видите? Вот таким образом, значит. Тут мне немножко маленький фотоотчет сделали. Таможенные декларации, накладные и даже свидетельство ПТС. ПТС, кстати, выписан на меня. Это отчет о оказании услуг.
Подписал я его, значит, вот это я перевел денежку через Сбербанк. Ну, все как положено. Тут уже все пошло. Потом мне скинули, значит, карту. И я попросил, чтобы мне приобрели комплект зимней резины. И положили его в машину. Вот такую резину мне приобрели. Вот такую, да, от фирмы Toya. Надеюсь, более-менее свежая. Протектор вот такой. Честно скажу, сильно я не привередничал. Мне просто нужен комплект зимней резины. Машина вроде на летней резине сама по себе. Так, все туда загрузили. Вот фотоотчет, значит, резина в машине уже лежит. Все в пакетах упаковано. И вложили ее. Вот. Машина сейчас в данный момент находится в транспортной компании. Значит, они заключили договор с транспортной компанией на перевозку моего автомобиля до города Якутска. Как только автомобиль прибудет в Якутск, мы выезжаем из нашего Мирного, едем за ней. Ну и вот такие дела, значит. Как только наш автомобиль будет подходить к Якутску, то есть из Владивостока его автовозом повезут в Якутск, это самый такой оптимальный более-менее путь. Потому что, ну, добираться до Владивостока от нас 4500 километров или что-то около того. Получается, там с перекладными надо лететь до Хабаровска, Хабаровска на поезде до Владивостока. Ну, короче, у меня нету столько времени, чтобы путешествовать по стране, тем более, ну и мне выгоднее привезти ее все-таки будет автовозом до Якутска. А сами мы здесь садимся на машину и, как говорится, бешеные собаки, блин, 1000 верст. Расстояние. Едем вот по такому интересному маршруту. Смотрите. Мирный, Алмазный, Сунтар, Нюрба, Верхний Вилюйск. Ну там остальные там пункты там Хампа, Асыма, потом Бердигистях и Якутск. Так, еще раз повторюсь, значит, что расстояние у нас 1173 километра и время в пути 19:23. 19 часов 23 минуты. Это все как бы хорошо. Самый короткий маршрут. Но дело в том, что там у нас 5 паромных переправ, и они работают только в дневное время. И мы можем не везде успеть на них, поэтому, скорее всего, где-то придется заночевать. Где-то придется заночевать на какой-то переправе. Вот такие дела. Дальше теперь уже будем на следующую серию снимать, когда мы поедем в Якутск. Будем снимать по пути. Блин, столько красивых мест там. Тайга, комары, оводы и всякий такой контент. Чего мы только не увидим. У нас непростая повестка в Якутск. Кто знает, конечно, цель нашего путешествия, тот знает. А пока это небольшая интрига. Мы едем в Якутск не просто так.